Привет, друзья! В этом выпуске смотрите на нашем канале очередную подборку интересных новостей из мира профессионального бокса. Следующие титульные бои боксеров Сулеймен Промоушен, Нурсултана Жанабаева и Айдоса Ербосынова состоятся в Алматы. Стал известен следующий соперник казахстанского боксера Данияра Елеусинова. Бахтияр Эюбов впервые в карьере закончил бой в ничью, а Геннадию Головкину подобрали возможных соперников. Обо всем этом прямо сейчас. Следующий бой Нурсултана Жанабаева за пояс WBA Continental и Айдоса Ербосыновой за титулы WBO Global, WBC Азия и WBA Intercontinental состоятся 24 марта в Алматы-арена города Алматы. Кто же станет их следующими соперниками, к сожалению, пока неизвестно. Подогревает интригу тот факт, что оба чемпиона интенсивно тренируются, как говорится, до седьмого пота. Вероятных оппонентами станут опытные бойцы. Это объясняет столь тщательную подготовку наших чемпионов. По словам исполнительного директора Сулеймен Промоушен Таната Нуршина, на данный момент ведутся переговоры для подписания контракта с потенциальными соперниками. Согласно информации с сайта boxrec.com, казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов 15 марта выйдет на ринг в Филадельфии, Пенсильвания, США против мексиканского боксера Карлоса Хименеса. Поединок будет рассчитан на 8 раундов. Этот бой для Хименеса станет 25-м на профи-ринге. На его счету 14 побед, 8 нокаутов, 9 поражений и 1 ничья. Свой последний бой он провел в прошлом году, проиграв канадцу Матье Жермену. Непобежденный казахстанский боксер первого полусреднего веса Бахтияр Эюбов впервые в профессиональной карьере завершил бой в ничью. Его соперником выступил мексиканец Хосе Луис Родригес. Поединок прошел в Малвейне, штат Канзас, США, и был рассчитан на 8 раундов. В итоге судьи зафиксировали ничью. Отметим, что Бахтияр провел 15 боев на профессиональном ринге без поражения, и 12 из них завершил досрочно. Что касается мексиканца, то он одержал 25 побед, 13 нокаутов и 12 поражений. Ничья в его карьере тоже впервые. Предыдущим соперником Бахтияра в Детройте был американец Николас Геван, которого казахстанец нокаутировал в 7-м раунде. Как сообщает портал boxnews24.com, казахстанский боксер Геннадий Головкин, цитируем, сейчас находится в положении, когда ему недоступны большие имена для следующего боя. Третий бой Канело и Головкина все еще возможен в сентябре, если Головкин подпишет контракт с DAZN. Если же он его не подпишет, то трилогии, скорее всего, не будет. Головкин может заработать более 20 миллионов долларов за этот поединок. Далее портал boxnews24.com назвал некоторых боксеров, с одним из которых мог бы провести первый бой Геннадий Головкин в текущем году. В их числе Роб Бранд, Давид Лемье, Джермал Чарло, Сергей Дервинченко, Мацей Сулецкий, Джек Кулкай, Матвей Коробов, Эскива Фалькао. Портал также отмечает, цитируем, к сожалению, Головкин замолчал с тех пор, как проиграл Канело в сентябре. Будет жаль, если он вдруг захочет уйти из бокса в 36 лет, так как в своих последних 2 боях он показал, что был лучшим бойцом в глазах СМИ, чем Канело, а также с большим количеством фанатов, пишет издание. На этом наш новостной выпуск подходит к концу. Будьте с нами и следите за последними новостями из мира профессионального бокса. Не забывайте подписываться на наш канал и аккаунты в социальных сетях. Ссылки в описании. До встречи в новом видео.